Некогда процветавший угледобывающий район Абхазии сегодня переживает не лучшие времена. Район уже давно дотационный. В 2017 году 115 миллионов рублей было выделено из бюджета страны на нужды района. В прошлом году бюджет района не выполнен. Из запланированных 50 миллионов рублей в бюджет поступило всего лишь 23 миллиона. Невыполнение бюджета за прошлый год связано с тем, что основное бюджетообразующее предприятие «Ткварчал Уголь» приостановило свою работу. И, к сожалению, это не могло не сказаться на благосостоянии ткварчальцев. Рабочие места на фирме сократились, сегодня там задействовано лишь 40 человек. Однако рабочие места увеличились на строительной фирме «Ткварчалстрой». Район развивается, хотя и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Как отметила глава района, предстоит решить еще множество проблем. Это ремонт водопроводных сетей, автодорог, замена труб, ремонт фасадов и крыш зданий, школ и библиотек. Но для этого нужна стабильность, подчеркнула Аида Чачхалия. Конечно же, за прошлый год сделано немало, а предстоит сделать в разы больше. Я думаю, что нам всем вместе и с помощью руководства страны удастся решить хотя бы часть этих проблем уже в этом году. Для этого нужна в первую очередь стабильность. Митинговые страсти, которые начались в первые дни Нового года, не могут способствовать развитию страны. Призываю всех и каждого заняться своим делом. Если каждый на своем месте будет выполнять свою непосредственную работу, я уверена, что результаты у нас будут намного лучше. События, которые в последние годы имеют место в Абхазии, раскол в обществе, далеки от наших традиций и сводят на нет все достижения абхазского народа, отмечали выступавшие. Военком района Эдуард Ткварчия говорил о необходимости следовать традициям предков и воспитывать молодежь собственным примером, согласно кодексу Апсора. Руководитель Ткварчалского хлебозавода Валерий Аршба отметил, что гражданам необходимо быть активными самим. В районе непростая экономическая ситуация, низкая платежеспособность населения, и связано это с рядом объективных причин. К сожалению, потенциал банковской системы сегодня не может дать кредит с низкими процентами. Если рентабельность 15%, получать кредит по 24%, вы сами поймите, что это невыгодно. То есть нету возможности. Но это, наверное, будет. Мы хотим, чтобы открыли производство, да. Мы хотим, чтобы инвестор пришел, да. Но когда инвестор видит такую ситуацию, он скажет: здесь я не могу деньги вкладывать, здесь видите, какая ситуация происходит. Сегодня так, завтра так. То есть мы сами себе тоже мешаем. Поэтому давайте объединимся все вместе. Руки вместе соединим, мысли соединим. И не будем, пускай наша голова идет впереди наших ног. Не надо нам, мы все такой горячий народ. Поэтому давайте мы дружно будем, вместе объединимся, чтобы построить наше государство. Премьер-министр Беслан Барцыц рассказал о работах, проводимых в районе за счет республиканского бюджета и в рамках инвестпрограммы. Более 10 миллионов рублей было выделено правительством для завершения ремонтных работ в детском саду Амра. Открытие Ткварчалского рынка планируется во втором квартале 2018 года. На его ремонт выделено более 7 миллионов рублей. На средства госбюджета в районе также осуществляется реконструкция нескольких мостов в селах и ремонт крыш домов, пострадавших от последствий стихии. В рамках российской инвестпрограммы в городе производится ремонт водопровода, распределительных сетей, восстанавливается коллектор, отремонтирована головная водозаборная станция. 24 миллиона рублей вложено в ремонт 3 улиц – Ардзен, Вагулья и Нарта. На ремонт автодороги Бейди-Ткварчал выделено 60 миллионов рублей. На этом участке работы осложняются наличием множества оползневых участков, поэтому здесь устанавливаются подпорные железобетонные стены. Общая протяженность всей дороги 11,5 километров. В городе практически с нуля строится центральная больница. Сметная стоимость объекта – 258 миллионов рублей. Президент выступил с оценкой политических событий в стране за последнее время. Поднималась тема помилования террориста Георгия Лукава и акции протеста оппозиции. Рауль Хаджимба подчеркнул, что имел конституционное право на помилование и что решение было необходимым и осознанным. Касаясь социально-экономической ситуации в районе, глава государства отметил, что руководство страны хорошо понимает положение ткварчальцев и заверил жителей района, что они не останутся один на один со своими проблемами. Люди хотят, чтобы стали они жить лучше, и жить лучше, чем вчера.
Вот те объекты, которые запускаются, да, они создают определенное количество там возможностей для людей. Появляются новые рабочие места, но мы понимаем, что этого недостаточно. Мы видим, в каком состоянии находится та же больница, хотя вы говорили о том, что вас перевели, там создали какие-то условия. Это мизер тех возможностей. По части, касающейся дополнительных мероприятий по городу Тхуарчалт, тот же лимонадный цех, я вас заверяю, что буквально на днях мы начнем финансирование, пусть это будут первые этапы, но это будут дополнительные рабочие места. Также будут возможности, которые будут наращиваться завтра, но решить все это вряд ли удастся быстро. Никто не говорит, что все идеально. Если бы было бы идеально, наверное, многих вопросов бы и не было. Но там, где идет работа, там будут и недостатки, и положительные моменты. Но все время говорить о том, что все в стране плохо, это не самый лучший подход, который, к сожалению, имеет место иногда. По окончании встречи президент посетил место строительства Тхуарчалского рынка. Рауль Хаджимбе дал указание руководителю госкомпании Апснаргылара Тимуру Ткибучава и главе администрации района Аиди Чачхалия в кратчайшие сроки завершить согласование всех вопросов и приступить к работам. Глава государства также проинспектировал ход ремонтных работ в детском саду Амра, которые близятся к завершению. Дошкольное учреждение должны были сдать в эксплуатацию еще в 2015 году в рамках комплексного плана социально-экономического развития Абхазии, но финансовых средств на завершение работ не хватило. Сейчас здесь уже собирают мебель, кстати, местного производства. Осталось только завести оборудование для кухни. Детсад должен принять детишек уже через месяц. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.